Здравствуйте, 7 дней плюс, Диляра Юсупова. И сегодня говорим о том, какие сложности испытывают молодые ученые, готовые представить миру альтернативу импорту. И обратимся сразу к нашим татарстанским разработкам. Да? Сейчас вот мы увидим у нас в студии буквально вот такой вот магнит, как это правильно назвать, для отечественного электродвигателя, который вот не в ущерб мощности, значительно дешевле зарубежного аналога. Эксперт у нас в студии, который расскажет, покажет нам все сегодня, это доцент Казанского государственного энергетического университета Тимур Игоревич Петров. Здравствуйте. Здравствуйте. Тимур Игоревич, ну давайте, чтобы всем зрителям было понятно вообще, что это, что разработали, с кем, что мы вот видим сейчас. Для начала расскажу, что тренд на энергоэффективность известен многим. То есть это энергоэффективные холодильники, также вы знаете, да? То, что сейчас модно беречь электроэнергию. Это с одной стороны. А с другой стороны у нас есть потребители электрической энергии, электрические двигатели, которые за собой составляют 70-80% вообще всей нагрузки. И очевидно, что эти тренды необходимо совместить. Естественно, этим уже давно занимались, однако мы выбрали именно синхронные двигатели с постоянными магнитами. Почему? Потому что они сами по себе энергоэффективнее, имеют меньше массово-габаритные параметры, но имеют высокую стоимость изначально, в том числе из-за высокой стоимости постоянных магнитов. И очевидным решением являлось уменьшить этот объем постоянных магнитов. И мы пришли как раз к идее топологической оптимизации, изменению материала в теле ротора. И здесь давайте вот если посмотреть, это изначальный ротор двигателя. И как видите, здесь поверхностное расположение магнитов. Самое наиболее оптимальное и которое сейчас чаще всего используется. Мы пришли к выводу, что можно уменьшить объем этих постоянных магнитов, изменив его топологию. И мы пришли вот к такой топологии, где магниты рассчитаны по V-образной составляющей. То есть они находятся уже в теле ротора, имеют меньший объем, естественно, значит меньшую стоимость будет двигатель, однако сохраняют все эксплуатационные характеристики, вращающий момент. Это было, да, это были более-менее старые разработки. Мы теперь переходим к использованию не просто обычных магнитов редкоземельных, которые сами по себе дорогие, а пришли к использованию ферритовых магнитов, в том числе, которые есть и в России, почти во всех странах. И они имеют хуже характеристики, но за счет того, что мы имеем возможность рассчитать их более правильное расположение, мы можем добиться эксплуатационных характеристик на том же уровне. То есть вот такой переход мы уменьшили объем редкоземельных так называемых магнитов и перешли к ферритовым. То есть и это направление, и это может быть интересно и эффективно. Ну вот насколько это сможет снизить, допустим, стоимость, если сравнивать, как я так понимаю, с китайскими, да? То есть, если изначально обычно составляет стоимость постоянных магнитов это 30-50% от стоимости всего двигателя, мы можем за счет как раз нашей топологической оптимизации снизить объем постоянных магнитов на 30%, и в свою очередь это идет к снижению стоимости где-то от 15 до 20% при сохранении тех же характеристик. Если мы говорим про ферритовые магниты российского производства, мы можем добиться снижения стоимости на 50-60%. То есть, если стоил двигатель 10 тысяч, можем мы прийти к стоимости 5-6 тысяч рублей спокойно. Ну, вообще, как пришла вам в голову эта идея? Вот вы давно за этим занимаетесь, кстати, сколько лет уже? Занимаюсь почти на протяжении всей аспирантуры, даже чуть раньше, это, получается, уже 7 лет уже пошло. И вам вот именно почему именно вот для электрокаров, электросамокатов, я так понимаю? Вообще это есть какая-то востребованность или... Вообще все началось с большого постановления 218 гранта, когда выделяет государство и само предприятие деньги на развитие какого-либо проекта. И в нашем случае мы работали с Чебоксарским электроаппаратным заводом, и было выделено от государства 250 миллионов, и само предприятие выделило 250 миллионов на развитие станговых скважинных насосных двигателей. То есть есть станки-качалки, которые все видели в поле, и у них также есть двигатели асинхронные. И нами было предложено как раз воспользоваться синхронными двигателями с постоянными магнитами. И в ходе этих работ мы пришли к выводу, что возможно было бы увеличить как раз их эксплуатационные характеристики, не снижая, точнее не увеличивая стоимость. И научный руководитель предложил попробовать работать с топологической оптимизацией. Меня заинтересовала эта идея, и мы, закончив тот проект, начали работать как раз в этом направлении. И первый как раз грант был Российского фонда фундаментальных исследований. Это разработка именно синхронных двигателей для штанговых скважинных насосных установок. Но там мы не добились такого высокого результата, потому что там были немножко другой функционал нам необходим. То есть правильная система управления. Дальше уже надо было защищать кандидатскую диссертацию, и я пришел к выводу, что наиболее интересно мне будет как раз добиться завершения всего материала по топологической оптимизации.
И мы как раз-таки пришли с научным руководителем Сафином Альфредом Робертовичем, то, что я буду этим заниматься. И как раз-таки в тот момент мы поняли, что мы, так сказать, попали в актуальную работу. Начались работы по всему миру. В том числе это самые известные ученые в этом направлении, это японские ученые, потому что у них самые пока перспективные направления разработки, так как они занимаются очень активно оптимизацией двигателей под электрические двигатели. Но, объективно говоря, пока на электрические двигатели для электротранспорта полноценного мы не можем пойти, потому что это большая мощность, очень хорошие эксплуатационные характеристики. И, грубо говоря, для того, чтобы перейти к этой ступени, надо пройти предыдущую. То есть японские пока не можете нет. превзойти, Пока нет, да? То есть пока мы работаем на электротранспорт малой мощности. Во-первых, потому что, как видите, тут двигатели небольшие, в принципе, с ними не так сложно работать. Для того, чтобы вы представляли, вот этот магнит, он примагничивается, видно, что сильно. И когда мы его пытались вытащить, там приходилось выбивать молотками и так далее. А это всего 350 ватт. Электрического двигателя мощность может достигать 15 тысяч ватт. То есть там не то, что молотком, там нужны специальные съемные средства, чтобы попробовать просто попытаться вытащить ротор. И поэтому для каких-то таких пока небольших практических применений наиболее перспективен как раз электрический транспорт малой мощности. А в будущем, конечно, приоритет – это перейти к полному машиностроению, замену на отечественную линейку электродвигателей. Это в будущем. А пока вот занимаемся... А вот вы принесли нам какие-то, я так понимаю, это результаты исследований, что это? Ну, вот изначально вот так выглядел как раз это электрический транспорт малой мощности на 350 ватт. Он китайского производства и исполняется для электроциклов, так называемых. Это небольшие циклы, которые позволяют перевозить одного-двух человек и груз небольшой мощности. И как раз-таки мы изъяли из него ротор, вот как раз-таки здесь представлены, изменили его, и при помощи дополнительных средств, то есть мы заказывали сами сталь, занимались лазерной резкой, дополнительных упаковывали и получили ротор, и для начала мы использовали его как донорный механизм. То есть мы вытаскивали его ротор, вставляли свой и проверяли. То есть мы изготовили сами стенд для проверки его эксплуатационных характеристик. И он показал, что вот как раз вот этот двигатель, который второй я показывал, эксплуатационные характеристики сохранились на том же уровне. То есть абсолютно та же мощность? Да, та же мощность при снижении стоимости. Никому в голову до этого, значит, не приходило, Нет, а вам пришло это как? Нет, конечно, тут я не буду на себя все лавры забирать, да, то, что топологическая оптимизация, в принципе, существует давно. Однако она касалась больше всего каких-то прочностных расчетов. Возможно, кто-то и видел, есть такие табуретки из очень необычных свойств и очень необычно выглядящих. Однако они сохраняют полностью свою работоспособность, то есть выдерживают такой же вес. Это как раз-таки результат топологической оптимизации. И топологическая оптимизация наиболее сейчас перспективна и точнее развита как раз-таки в каких-то машиностроительных областях с точки зрения сопротивления материалов, с точки сопротивления прочности. И они выдерживают гораздо больше, чем какой-то стандартный механизм. Потом потихоньку сейчас переходит к электромагнитным параметрам, которые нам интересны. А самая моя главная фишка, получается, всей работы, то, что мы сравним не только электромагнитные параметры. Дальше мы проверяем на тепловые расчеты, потому что есть проблема у двигателя. Если достигается температура 180 градусов, магниты размагничиваются и теряют свои свойства. То есть, если мы доберемся до этой температуры, дальше мы двигатель потеряем. Вы это еще не проверили? Проверяли. То есть все сохраняется? Да, мы сохраняем. У нас температура, это правда небольшой, здесь за 50 градусов и не выходит пока. Но в будущем, когда будем делать уже крупногабаритные двигатели, это будет даже важнее параметр. И третья проверка – это прочностные расчеты. То есть очень важно, чтобы двигатель можно было изготовить. И чем вот как раз-таки проблема у многих японских ученых, они получают очень выгодные двигатели, которые на практике произвести нельзя. То есть они даже сами это отмечают. Они говорят, вот мы повысили там на 7%, 7,5%, однако, чтобы такое изготовить, это каждый раз это такие высокие затратные стоимости будут, что нет никакого в этом смысла. А наш алгоритм позволяет как раз перейти к практикоориентированному двигателю. Не просто теоретически, а то, что мы сможем сделать реально, не потеряв какие-то характеристики. То есть, естественно, я вам могу сказать, что могу повысить и на 50% эксплуатационных характеристик, если все одним магнитом сделаем, и все. Но, однако, потом мы не сможем этот двигатель собрать, и он тем более не заработает. Что вообще самое сложное было вот на этапе этого проекта? Я так понимаю, вы довольно давно, 7 лет. 7 лет. Этим занимаетесь. И... Самое сложное, как и обычно в теоретических исследованиях, это правильно все промоделировать.
использовалось несколько видов программного обеспечения. Мы работали как и в российском, так и иностранном, получали разные характеристики. И нам очень сильно повезло, у нас были результаты экспериментов, с чем мы могли сравнивать. И пока мы не прошли верификацию модели, мы не шли дальше. То есть это прошло очень большое количество времени. Мы проверяли, как влияют характеристики, как они изменяются. И после того, как мы получили, только тогда мы смогли приступить к реализации всего алгоритма. То есть я считаю, что это тоже большое очень... Как вы думаете, вот эта вот разработка, да, насколько она вообще актуальна сегодня? Ну вот мы уже немножко это затронули, да, необходимо, я понимаю, да, сейчас вот все мы переходим на импортозамещение, да и в целом. Тут ответ довольно простой. Про актуальность этих двигателей говорит просто актуальность электротранспорта. И это прямая зависимость. Все, что мы делаем в нашей научной группе, это может стать как раз базой для отечественного импортозамещения в области двигателей для электротранспорта. Про электротранспорт сейчас говорят много, говорят активно, принимаются не только какие-то, но и законотворческие инициативы для повышения эффективности. Однако электродвигатели – это так скажем, сердце электрического транспорта. И без того, чтобы перейти полностью на отечественные разработки в этой области, говорить про отечественный электромобиль полностью не дает о себе такой возможности. Возможно, есть какие-то разработки, например, 50 на 50, однако полностью отечественные электродвигатели мощности электротранспорта пока не существует. Что вот сейчас не хватает, да, нашим вот российским, татарстанским ученым, да, чтобы превзойти Китай, Америку, все время про нас, нас все время немножко хейтят, да, Россию, в том числе за то, что вы давным-давно уже ничего не изобретаем. Хотя вроде бы слышишь, вот тут что-то изобрели, вот тут наши ученые, вот тут открыли, вот тут изобретение. Это какой-то миф? Может быть, я ошибаюсь просто? Ну, конечно, миф, это нельзя говорить про какую-то науку вообще просто как-то где-то она слабая, где-то хорошая, да? Есть какие-то направления, которые где-то более развиты, где-то не так развиты. Да? Например, российская, химическая отрасль, она известна во всем мире. То есть одни из самых известных журналов – это известные российские авторы. В энергетике, например, не так известны, но тоже есть большое количество ученых, которые ценятся и за рубежом, и в России. А в чем проблема? Самая главная проблема в том, что я даже сейчас новости, когда шел сюда, смотрел, был изобретен какой-то двигатель, тоже похожей тематики моей, однако не расписаны характеристики. И очень тяжело сравнивать, в том числе и с зарубежными аналогами, идем мы ли в том направлении. Потому что всегда есть какая-то информация, изобрели такой-то двигатель. И максимум пишут, какой КПД. А как реализовано оно было, какие характеристики конкретные были реализованы, как происходил этап моделирования, мы не знаем. То есть есть такая некая туманность, потому что и в статьях это просто текст. Мы не можем полностью проверить работоспособность этого двигателя. И то есть в этом главная, мне кажется, проблема – разобщенность научного сообщества. Казалось бы, хотя есть очень большое количество инструментов для преодоления этого разночтения, однако все равно есть большая в этом проблема. И то есть если бы, например, работало бы несколько коллективов, не только в России, но и, например, за рубежом, мы бы смогли гораздо быстрее бы преодолеть многие трудности. И, скорее всего, мы могли бы уже выйти действительно на полноценное какое-то производство, хоть и небольшое, для тех же самокатов. В этом видится мне главная проблема. Сколько вот человек работало, я так понимаю, допустим, над этой работой? В разное время сначала мы начинали с научным руководителем, во время грантов мы привлекали и аспирантов, работали, и сейчас привлекаются аспиранты. Когда я защитил диссертацию, я смог взять уже потихоньку начинать работать на своей научной школе. Они продолжают мои идеи. Мы вот сейчас хотим переходить как раз-таки уже к более программному моделированию. То есть представить не просто двигатели, а представить программу, которая позволяет выполнять все этапы. То есть мы все-таки будем честны, мы вуз, мы не должны промышленно производить. Наша все-таки часть – это какая-то теоретическое моделирование и какие-то макеты. То есть будут потом привлекаться какие-то… В перспективе, да. То есть есть письма поддержки, люди заинтересованы. Это то есть не просто эфемерная какая-то актуальность. Людям нужны двигатели, не просто нужны, а к нам очень много приходит людей с заказом на какой-то конкретный тип двигателя. Потому что российское производство в этом плане очень актуально, и люди хотят как раз-таки успеть в этом направлении, чтобы стать первыми и работать дальше.
Вот вы, я так понимаю, вместе со студентом, да, вы Да. представили этот проект на стартапе, даже получили там какой-то приз, Да, что-то. то Вот есть расскажите про это. студенческий стартап, это аспирант Басенко Василий Романович, он больше занимается, как раз, грубо говоря, занимался больше теоретической частью, он больше направлен на какой-то практический результат. И он подал идею не просто то, что мы разработали какой-то алгоритм, методику, он подал идею то, что он хочет эти двигатели производить в каком-либо виде. Небольшой мощности, но именно какое-то небольшое серийное производство. То есть для этого он создал свое ООО, находит сейчас, работает в этом плане письменными поддержками и успешно завершает как раз там всего год, успешно завершает и идет на следующую ступень, так называемый старт-взлет. Если он пройдет там, то уже там можно говорить о создании хотя бы какой-то небольшой мастерской, закупка какого-то оборудования и сборка уже каких-то конкретных двигателей. То есть вот в дальнейшем, да, вот какая судьба? Дальше что вы вот собираетесь делать? Когда мы увидим уже конкретно, Но на самом деле, условно, этот двигатель, да, в рабочем состоянии? ну, в рабочем состоянии, в принципе, и сейчас уже можно поставить, да, но если полностью говорить про полностью нашу разработку, то макет собрать несложно, в принципе, можно уложиться в год. Однако для того, чтобы перейти для серийного производства, ну, это где-то горизонт, ну, 2-3 года. Что нужно делать дальше по этапу, там, какие действия? То есть это какой-то будет патент на разработку? То есть у нас, естественно, все вот эти программы для ЭВМ запатентованы. Остается следующий этап, как раз получить полезную модель на конструкцию двигателя. Это уже как раз такой серьезный этап. То есть мы можем уже говорить о том, что мы действительно работали над конструкцией. Пока мы можем говорить просто про методику, как это делалось. А конечный результат мы пока интеллектуально не защищали. Ну, что вот нужно им для внедрения в большую жизнь? Что осталось? Какие? Самое главное, это, конечно же, как и во всех научных разработках, это апробация. То есть конкретный двигатель необходимо провести не просто какие-то небольшие эксперименты, а на полноценном оборудовании. То есть как раз-таки в рамках грантов, в котором я сейчас работаю, мы закупили электроцикл. И мы оттуда снимаем двигатель и устанавливаем свой двигатель и будем проверять его работоспособность. То есть это уже будет полноценная, масштабная проверка работоспособности. То есть он на ходу, то есть мы будем брать, ездить на каком-то либо участке и проверять, снимать потом характеристики. То есть это будет какой-то тест-драйв? Да, то есть тест-драйв, да. То есть он сейчас у нас стоит, мы его как раз разобрали недавно, и вот заменяем двигатели, ставим на наши. То есть это очень удобная площадка. Вы уже проводили какой-то тест-драйв? Тест-драйв у нас был на стенде, который проверял какие-то характеристики просто, грубо говоря, в воздухе. Он проходил, да. А вот именно эксплуатационный тест-драйв, вот это такого как такового еще не было. И вот планируем до Нового года уже собрать все, а после Нового года, когда вот чуть потеплеет, уже проводить натурные эксперименты, так скажем. Допустим, эксперимент пройдет удачно. Что дальше? То есть вы уже можно это вот как-то в промышленность надо договариваться, я так понимаю, с производственниками? Да, или... да. Самая главная проблема, как я говорил, то, что ВУЗ это все-таки больше про макеты, а про серийное производство нам необходимы производственные мощности. Это какие-то вытачивания форм, то есть вытачивание форм, создание конкретных образцов и даже, грубо говоря, закупка самая простейшая. Нам невозможно, потому что, например, мне для разработки этого нужно 1 лист электротехнической стали. Никакая компания 1 лист продавать не будет. Они продают тоннами. Им это неинтересно. И вот такие какие-то мелочи, которые для производства вообще не будут заметны. Вот как раз хотелось бы спросить, да, вот вы говорите, вот там одна преграда, вторая преграда. До этого вы говорили о том, что часто слышите про какие-то проекты, которые зависают в воздухе. И может ли случиться так, что, например, этот проект тоже зависнет в воздухе, может быть, не захотят, допустим, им заниматься? В чем проблема вот часто вот бывает такая с интересными, казалось бы, вот исследованиями, разработками, какими-то открытиями, которые не находят своего применения? Ну да, это действительно серьезная проблема, и может действительно не найти проблему, поэтому и мной принята такая стратегия, что мы сначала разрабатываем алгоритм, который будет работать не только даже для двигателей. В принципе, при желании мы можем его перенести на большое количество электрооборудования. Однако это пока нам сейчас кажется самой актуальной сферой применения. И я надеюсь, что то, что мы создаем, вот эти аспиранты научной школы, то есть мы не будем просто не ради какой-то одной идеи, одного гранта, а создания полноценной какой-то школы, которая будет развиваться. И то, что я вижу, то, что электрические двигатели никуда не уйдут, а наоборот еще большую роль начнут играть в электрооборудовании. И нам именно важно в ближайшие 2-3 года успеть как раз реализовать все, что нами задумано. Если мы все-таки не успеем, тогда уже могут быть вопросы.
по реализации. А почему там именно надо уложиться в какие-то сроки? Ну, потому что, если грубо говорить, к этому придут и на производстве, без научной составляющей. То есть, грубо говоря, вас, да? наука должна обгонять производство, но по-хорошему на лет 10, да? У нас вот как раз... Может быть, как раз в этом и проблема? Часто бывает, что наука не обгоняет производство, а наоборот, или как? Звучит проблема даже так. На самом деле сейчас пока производство диктует свои требования науке. А должно быть наоборот. Наука должна диктовать свои требования производству. Мы должны задавать ориентиры развития науки. Но, к сожалению, пока у нас, дай бог, 50 на 50. То есть мы должны сказать, что вот через 5 лет будет то-то модно, надо в том-то работать. На нас посмотрят, скажут нет. Потому что не всегда это так легко доказать. Потому что это все-таки пока теория. И пока мы разработаем, это как раз уйдет 2-3 года в лучшем случае. И поэтому производство не готово идти на такие риски. И мы не готовы им 100% вероятность сказать, что мы точно сделаем. Это наука, это методы, теория. Что выйдет на практике, мы не всегда можем точно сказать. Вложение каких-то средств именно, давайте к земле ближе, да? То есть деньги, которые нужно тоже вкладывать. Как вообще это происходит? У вас какой-то грант, да, у меня не один даже был грант. Были гранты Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, УМНИК, 218 постановление, Алгориш и так далее. То есть грантовая поддержка, в принципе, молодым ученым осуществляется на должном уровне. Я здесь никогда ничего не скажу. При желании и возможности работать будет финансирование. Дальше вот сложно именно как раз с производством, то, что они, если дают деньги уже именно к производству, если переходим, обычно срок их работы это год-полтора. А нам все-таки надо 2-3 года. И вот самая большая все-таки сложность, когда работаем с производством, это сроки. Объективно говоря, мы не можем дать им какие-то точные сроки просто не из-за того, что мы не хотим, из-за того, что мы не успеем. Например, моделирование, вот того, что я показал, может занимать 3 месяца. Полноценного, то есть компьютеры 3 месяца работают и моделируют. И этот процесс никак не ускоришь пока на сегодняшний день. И то есть оно может быть неудачным. Нам понадобится еще 3 месяца. Мы это еще реализуем, и может быть удачным будет 3-й пуск. А это только год. А мы уже должны представить конечный результат. Поэтому они не готовы идти на такие риски, и мы не всегда готовы взять на себя всю такую ответственность. Ну, смотрите, какие-то в дальнейшем планы по поводу... Есть какие-то еще, наверное, разработки, я думаю, что на этом все там не заканчивается, да? Да. Может быть, есть даже примеры, которые как раз-таки не получили реализации, вы начинали, готовили, и все это в тупике. Начиналось, например, я заниматься начал с аспирантуры, а в научной деятельности, когда я еще был бакалавром, магистром, я, например, работал с кинетическими накопителями. Это небольшой такой маховик, грубо говоря, каменная такая глыба, которую раскручиваем, она крутится. Когда нам нужна энергия, мы его останавливаем и преобразуем это в электрическую энергию. Казалось бы, в то время это не очень было актуально. Вообще идея появилась в годы СССР. Однако сейчас, например, накопители стали в моде. И, например, даже можно переходить, например, если, возможно, все не пойдет, например, с двигателем, можно, например, перейти на накопители энергии. То есть очень популярная сейчас тема, потому что есть главная проблема в энергетике. Мы должны потреблять только когда ее вырабатываем. В промышленном качестве мы хранить не можем электроэнергию. И поэтому накопители, это как раз тоже, кстати, связано с электромобилями. То есть нету аккумуляторов в российского производства, которые позволяли бы выдерживать всю эту мощность, электромощность. Но там, к сожалению, больше вопрос к химической составляющей. Мы можем только там максимум управлять. Какие интересные проекты еще ждут своей реализации, которые, может быть, вы сейчас разрабатываете что-то, может быть, кафедра энергетики? Да, кафедра. Мы параллельно с этим выполняли еще одно 218 постановление, вот это большое. Мы сделали так называемый большой пауэрбанк на колесах. То есть мы сделали контейнер, в котором находится 1200 аккумуляторов на мегаватт мощности. То есть это очень много. И туда еще эксплуатировали зарядки для электромобилей. То есть, грубо говоря, мы едем, например, из Казани в Набережные Челны, и нету никакой зарядной станции для электромобилей. Мы можем просто взять этот контейнер, привести его, подключить к электросети, и у вас будет некая точка для подключения электромобилей.
И это очень актуально не только с точки зрения нашей, да, но и с точки зрения каких-то нововведений и Татарстана, и Российской Федерации, потому что очень хотят большое количество зарядных станций. Но это Я очевидно. так смотрю, вас очень интересует, да, вот именно электромобили, Ну, электротранспорт. это тренд. Если не цифровизация, то электромобили. Если не электромобили, то накопитель энергии. Как по мне, это самых главных 3 трендовые энерго. То есть станции, значит, двигатель, что еще, что еще у вас там по Ну, списку? Пока еще все на этом. Ага. Ну и моделирование всего понемногу. То есть без моделирования не начнешь никакое нормальное научное исследование. То есть мы заполняли как раз аккумуляторы тоже моделировать начинали в ходе некоторых работ. То есть работы очень много. Нужны только люди даже. Спасибо, что вы пришли сегодня, и я надеюсь, что впереди вас ждут большие открытия, и что это будет не только теорией, да, но и практикой. Как вы думаете? Ну вот последнее ваше слово, скажите. Ну, что хочу сказать, даже обращаясь к студентам, наука — это интересно. Наука — это не какое-то есть некое понимание, что это не совсем там оплачиваемо, это не совсем интересно, это для какого-то узкого круга специалистов, да. Это очень интересно, это увлекательно, вы сможете двигать вперед науку. Спасибо большое, что были с нами, и до свидания.